Абзира шума за телехопса ихетби атыжим таджахазат галут бицунда мусратби ахер псарра. Хабсабара и баркыракна ариат гелцакыра тыпсян гала уй атурых ихетби тагылазаща. Ожу я заргячна атурых хазат галут яраубас яхтыхрат гупрыбла ябас апшзараги шуда галут. Аԥсны хылаԥшра ҷыда статус змоу аҵакыра дуқәа хԥыҟоуп, урҭ атәыла аҵакыра аҟынтә 1% ааныркылоит. Пицунда иҟоу амзара абнахьчаҩцәеи аботаникцәеи рыҭҵааратә ҭыжьымҭақәа рҿы зқьи ашәиԥшьыни жәохәҟа шықәсазы ацәырҵра иалагеит, иара уи аамҭазы ԥсабаратә баҟаны ирыларҳәахьан. Аҵарауаа ари абнара зеиԥшыҟам аҟазшьа атәы аҳәара иалагахьан. Пицунда Мысратәи аҳәырԥсара ҳәа еизакны зқьи шәиханы жәыфба шықәса рзы ауп инышьақәгыла. Уи аԥхьаҟа хаз-хазы зны афон ҿыц иадан, нас риҵатәи аҳәырԥсарра. Иҵегь иҵауланы уагәылаԥшуазар, Пицундатәи амзара аҳәырԥсарра аҳасабла иаартын жәабран-жәба зқьи шәи ижәифба шықәсазы. Зынӡа еиԥшым абнарақәа аџьтәи амзаратәи еилаланы ишьақәдыргылеит ԥшь-гектарк рҟынӡа иҟоу быжь-шәыҵ иаахьеизҳауа урҭ рахьынтә ҩажәи-ҩба хкы ашәҟәы ҟаԥшь иану ахьыҟоу аҳәырԥсарра. Пицунда Мысратәи аҳәырԥсарра аура жәибжь километр раҟара ыҟоуп. Аҭбаара ааба. Адгьыл ҵакыра наӡоит хнызгьы быжь-шәи ханижәи акы гектар. Мысра амрагыларахь аламгәыӡырхәа ақыҭа иадуп. Урҭ ублахысқәа аԥсабаратә ҭыԥқәа уаҩы иҿахырсҭаӡам. Пицундатәи аҳәырԥсарра иалкаау ҭыԥны излоуԥхьаӡаша рацәоуп. Араҟа изызҳауа ареликттә ҵлақәа амшын еиқәаҿықәа аагозар, ҳарада ас ижәпаны еилагыланы уаҳа џьаргьы иуԥылом. Бжьаратәла рықәра ԥшьыни жәашықәса инареиҳауп. Имаҷымкәа иуԥылоит ашәышықәсақәа ирықәло аҵлақәа. Урҭ рықәра ҩышықәса инархыҳәҳәоит. Рыжәпараки метраки бжаки инаӡоит. Иҟан араҟа иара убасгьы акрызҵазкуаз ашыцлақәагьы. Урҭ ахәаҷамаҷақәа шьаҭанкыла иқәшәааратәы аԥхасҭа ӷәӷәа арҭеит. Амшын аԥшаҳәеи бзыԥ иаман иаауа ашьха ҳауеи аԥсаҵлақәа рыфҩы хаа реилаӡҩара иаԥнаҵоит зеиԥшыҟам иҭышәантәалоу ихәышәтәыгоу аҳауа. Пицундатәи амшын ацқьара ацәқәырԥарагьы маҷуп. Аԥсны егьырҭ ақалақьқәа раасҭа. Иара аԥхынгьы Пицунда рацәакгьы шоураӡам. Иагәылгоу адгьыл амшын аҟынтәи ахьшәашәара ааиуеит. Иазгәаҭатәуп аҳәырԥсарра анаукеи акультуреи ҳтәыла аԥсабара еибаркыраҿы аҵакы шду. Ажәакала ари аҭыԥ иуникалтәу ԥсабаратә ҭынхоуп. Араҟа аҳәырԥсарраҿы изызҳауа еиуеиԥшым аҵи ахәи аҵлақәеи ахылаԥшра ҷыда рымоуп. Иаҳҳәап абас еиԥш иҟоу аҵлаҿы ахыԥхьаӡарақәа рнуп. Аҵлақәа рхыԥхьаӡара роура рыҭбаара шаҟа шықәса ахыҵуа иаҭагылазаашьоу аҵыхәтәантәи ус еиԥш аҭҵаарақәа мҩаԥган зқьи шәи-ԥшьыни жәакы шықәса рзы. Иахьагьы аҵлақәа рҿы иубоит аномерқәа. Дара ажурнал иҭагалоуп. Уаҟа уи аҵла аҭоурых еиҭаҳәоуп. Иҵегь иаҳа инарҭбаан ахылаԥшра шарҭо аҭагылазаашьа зеиԥшроу еилаҳкаарц азыҳәан уажәы хәышықәса неиԥынкыланы араҟа аус злоу аҭҵаарадырра знапы алаку Сабина Лабада ҳлыҿцәажәоит лара. Шықәсқәак ҵоит ари аҳәырԥсарра напхгара алҭоижьҭеи. Добрый день, Сабина. До начала интервью хочется отметить, что сам заповедник делится на обходы. Сейчас мы находимся в прекраснейшем месте. Это сосновая роща. В начале 19 века в Пицунда считалась заболоченным местом. Здесь господствовала малярия. Да, действительно, в дореволюционное время это подтверждают путешественники, члены Русского географического общества, когда они посещали Пицунду, чтобы в том числе посмотреть на Пицундскую сосновую рощу. Они отмечали, что весь мыс – это место, которое пугало путешественников, потому что сюда добраться можно было только морем, потому что весь мыс был заболочен. Кроме прибрежной ее части, где произрастали сосняки величественные, как они писали, на фоне вершин заснеженных гор, сосновая роща всегда привлекала внимание. Но с приходом советской власти, когда возник вопрос строительства здравниц, курортов, развития сельского хозяйства, Пицунда с ее прекрасной низменностью, она стала привлекать с хозяйственной точки зрения и с точки зрения курортного строительства. И весь мыс начали осушать. Почему Пицунда была заболочена? Это связано с гидрогеологическим профилем Пицундского мыса. В античные времена на месте, где сейчас располагается озеро Инкит, была бухта, куда заплывали корабли. Для
а, жизнедеятельности города античного Великий Питиунд, как вы знаете. То есть Мгм. со временем этот профиль гидрогеологически изменился, и осталось у нас сейчас озеро Инкит реликтовое. И с приходом советской власти, как осушали мыс, создали систему каналов, которая отводила воду, и Мгм. эти земли стали пригодны для выращивания овощных культур. В чем отличие, допустим, заповедника и парка? Главное отличие заповедника от нацпарка – это строгость режима и доступность к посещению. В заповедниках запрещена любая хозяйственная деятельность и нахождение людей в заповеднике. В национальном парке их деятельность направлена на охрану природы, которая может взаимодействовать с экотуризмом. Мгм. То есть у нас в заповеднике очень строгий режим, и мы здесь находиться не можем с посторонними людьми, и вообще как бы в целом экотуризм запрещен на территории. В чем значимость и суть заповедника в экосистеме? Потому что заповедники – это экосистемы, которые сохранялись в первозданном виде. С момента возникновения Пицундо-Мещерского заповедника, как целостной организации, в 1966 году она была организована, ничего не менялось здесь внутри, то Мгм. есть никакие границы не менялись, режим не менялся. То есть задача заповедника в первую очередь – это охрана экосистемы в первозданном виде. Как природа Мгм. создала, так мы и должны ее сохранять. И вторая цель, одна из основных, да, это научно-просветительская деятельность. Раз вы заговорили о научной деятельности, да, насколько мне известно, здесь на территории заповедника тоже занимаются научной деятельностью. Расскажите немного об этом. Как вообще в целом проходит работа? Ну, в целом у нас с кадрами очень плохая ситуация. В данный момент у нас числится всего лишь 2 специалиста профильных. И чем они занимаются, тоже можете У нас рассказать? есть заместитель по науке, биолог по образованию. Она занимается планированием научной работы, заключением договоров с образовательными учреждениями Российской Федерации, привлечением волонтеров, просветительской деятельностью. Мы в комплексе этим занимаемся. В Мгм. этом году мы заключили 3 договора о сотрудничестве с российскими учреждениями научными. Это институты и ботанический сад. Они уже были у нас, проводили исследования на предмет инвазивных видов. Далее мы планируем заниматься инвентаризацией флоры. Для нас это очень актуальный вопрос сейчас, Мгм. потому что последние работы по инвентаризации проводились в 80-е годы. И изучение растений, да? Какие вот последние работы проводились, и над чем вы работали? Последние исследования, пожалуй, были направлены на выявление численности лета жука, лубоеда соснового, Мгм. который очень сильно вредит здоровью сосновой рощи. Это основной вредитель, от которого гибнет сосна. И мы недавно расставили при поддержке Академии наук, фонда ФАО, и также привлекли специалистов из Сочи. Мы расставили феромонные ловушки для этого лубоеда. И мы сейчас в процессе подсчета этих жуков, Мгм. и в дальнейшем мы будем вырабатывать меры борьбы с этим вредителем. Ну, то есть результаты видно. Результаты, да, мы численность таким образом наблюдаем, и будем, просто мы должны понять, в какой момент нам нужно принять меры по Мгм. устранению этой проблемы. Понятно, что внутри заповедника и специалисты работают, да, и волонтеры. Также, насколько я знаю, то часто сюда приезжают и студенты с Абхазского государственного университета, с других учреждений, с других стран, из Москвы часто к вам специалисты приезжают. Ну, на самом деле наш заповедник уникален со всех сторон, и с точки зрения экологии, биологии, ботаники, дендрологии. То есть к нам приезжают специалисты из разных отраслей науки. В основном это энтомологи, ботаники и дендрологи. Дендрологи изучают древесные породы, ботаники Растения. растения все остальные, энтомологи насекомых. То есть выявляют какие-то новые виды насекомых, например, Мгм. которые не фиксировались раньше никогда, ни в каких источниках не указаны. Есть энтомологи, которые занимаются вредными Мгм. насекомыми, да, которые изучают ареал распространения того или иного вида насекомых. И ботаники-дендрологи – это, в принципе, те ученые, которые нам очень сейчас нужны, потому что нам нужно понимать
численность наших Мгм. растений в нашем заповеднике, потому что мы должны знать, какие растения нужно охранять прям более Особо охранять, особо да. охранять, как бы в связи с какими-то изменениями в мире вообще. Мгм. В заповедниках ни в коем случае нельзя сажать какие-либо другие виды, потому что они считаются инвазивными. Мгм. Мы запрещаем это, потому что с соседних каких-то участков, которыми пользуются люди, часто растения переселяются к нам. Это лавр, это глядичья, это пальмы различные. То есть это недопустимо. Мы должны сохранять экосистему чистой, чтобы здесь росли только наши аборигенные виды, которые всегда здесь произрастали. М. У нас, к сожалению, таких видов нету, которые растут только в Пицуно-Мещерском заповеднике, но у нас есть виды реликтовые и краснокнижные. Реликтовые – это древние виды, которые дожили до нашего времени, с ледникового периода. Таких у нас Мгм. очень много, и в том числе 22 краснокнижных вида, Мгм. которые особо охраняются, численность которых подвергается постоянному снижению, то есть у нас есть такие виды. В Красную книгу они были занесены в период советского времени, насколько я знаю, Да, мы потому что ориентируемся пока на источники советского времени, потому что, как я уже говорила, Мгм. последние изучения флоры производились в 80-е годы, и была издана книга «Пицуно-Мещерский заповедник» авторов Бебе и Колоковский, и Мгм. мы пока ориентируемся на нее. Вот так, точно так же, как проводилась инвентаризация сосны и вешались Мгм. номера, да, мы должны понимать численность того или иного вида, чтобы у нас была картина, этот вид исчезает с Мгм. нашего заповедника или нет. Также нам нужно исследовать еще все побережье Абхазии, как минимум, чтобы понимать, в каких местах Абхазии этот вид произрастает. У нас есть несколько растений, которые растут в прибрежной полосе на песке. Мгм. Это псамофильные виды, которые, например, уже исчезли, например, в Краснодарском Можете крае. перечислить? Панкраций морской. Наши коллеги из национального парка Сочинского, они нам это подтверждали в устном виде, что этот вид исчез с побережья Большого Сочи. А у нас он произрастает. И я как бы так вот, наблюдая, да, бывая в разных Мгм. местах Абхазии, я не видела этого растения на других прибрежных зонах. То же самое касается ладаника критского. Мгм. У него есть растение-паразит, которое произрастает на его корнях. Это тоже очень редкий, уникальный вид. Позже мы его покажем. Тоже, соответственно, его не наблюдалось в других местах Мгм. Абхазии. На территории заповедника нельзя не гулять, вообще не ходить. Но, как мы видим, то и люди ходят, и гуляют. Сейчас даже сзади нас вот на велосипедах катаются люди. Понятное дело, что хотят отдыхать, подышать свежим Да. воздухом, но ненароком они могут навредить природе. У нас нету преграды для человека, у нас нету непрерывного ограждения по всему периметру нашей сосновой рощи. Так как Можем сказать, что это острая проблема на сегодняшний день. это острейшая проблема, потому что всем кажется, что может сделать человек, который ходит пешком. Но этот человек может зайти не туда, может вытоптать подрост ценный. У нас тут очень ценятся естественные всходы сосны, например, которая сама Мгм. выросла от падения шишки, например. Но никто об этом не задумывается. Он просто прошел и наступил на этот всход и сломал его. И загублено целое дерево в будущем. При этом стоит отметить, что таблички на каждом дереве практически. Вот мы ходили Да. сейчас и наблюдали эту Ну, картину. об этом никто не знает, никто не задумывается, для чего висит. Несмотря на то, что у нас на основных входах развешаны таблички, что делать можно, что нельзя, да, с правилами, да, но у нас слишком много есть несанкционированных проходов, Мгм. и люди могут зайти откуда угодно. Они могут зайти с моря, могут зайти со стороны жилого массива. То есть очень много есть отверстий в ограждении в старом, и пока мы не сделаем это ограждение, мы не можем не говорить ни о каком соблюдении заповедного режима.
Уажәы ҳахьыҟоу аҭыԥ Пицунда Мысратәи аҳәырԥсарра иахәҭакуп. Иара амшын азааигәараҵәҟьа иҟоуп. Иеиуа еиԥшым аԥсабара цәырҵрақәа анымҩаԥысуп, рхага рнаҭоит аҵиаахқәеи аҵлақәеи. Уажәы ҿырԥштәыс ишәзаазгоит Панкраци ҳәа изышьҭоу аҵиаах. Аригьы иаадзар ҟалоит убри аҟнытә ҳазхьаԥшып, ҳазхәыцып ас еиԥш иҟоу апроблема ҳәынҭқарратәуп ҳәа исыԥхьаӡоит. Амшын Панкраци амарилист ҭаацәара иаҵанакуа ҵиаауп. Иара азҳауеит агаҿа аԥслымӡраҿ. Аҩада имрагылари амшын бжьаха аԥшаҳәаҿи амшын еиқәа алада мрагылара аԥшаҳәа аҟни. Иахьа амшын Панкраци Пицунда аҳәырԥсарра иахьаҵанакуа ҭыԥк аҿы мацара ауп иахьазҳауа. Амшын аҟәара акурорт Пицунда иазааигәан амзараҿ. Сабина, сейчас мы находимся в прибрежной зоне заповедника. Очень часто здесь происходят различные природные явления, такие как шторм, например, смывают сосны, различные растения, которые обогащают здешнюю флору. Как вы с этим боретесь и с какими проблемами, последствиями вы сталкиваетесь? Ну, к сожалению, мы никак не можем повлиять на такие катастрофические природные явления. Мы можем только устранять последствия и как-то разработать проблематику и предпринять какие-то меры более существенные. К сожалению, укрепить берег мы никак не можем, возвести волнорезы мы тоже не можем. Наша задача сейчас эту проблему довести до какого-то решения. А последствия этих штормов – это всегда подмывание корней сосны, которая падает, тем самым нарушая экосистему этого места, потому что сосна играет ключевую роль в этой экосистеме. И, конечно же, подлесок тоже страдает, потому что большое количество песчаных масс наваливается на эти хрупкие растения, заваливает их. Таким образом, численность растений сокращается, популяция сокращается, и даже в некоторых местах растения не могут жить. В том числе и сосна тоже не может размножаться, потому что песчаные массы нагреваются в летнее время, и никакой всход там не может развиваться. На самом деле это проблема, я считаю, что проблема государственного уровня. И если бы вам, допустим, оказали бы помощь, и какая помощь вам помогла бы, да, в решении этой проблемы? Я хочу, чтобы вы озвучили это. Ну, здесь нужно эту проблему изучить, разработать решения по укреплению берега. Я точно знаю и видела материалы советского времени, когда гидрологи, геологи разрабатывали меры защиты, пришли к тому, что бетонные сооружения, бетонные подпорные стены неэффективны. Тут надо придумывать. Но так как я не специалист этой области, я знаю проблему только поверхностно. У нас очень сильное течение. Река Бзыбь, ее устье находится недалеко, она намывает, казалось бы, много инертного материала, который не способствует наращиванию берега. У нас есть под водой большой каньон подводный, который называется Акула, куда весь этот балласт сваливается, и из-за этого у нас происходит дефицит береговой вот этой полосы. Из-за этого, когда происходит сильный шторм, он забирает, получается, наш береговой вал, потому что ему нечего забирать с берега. Нам раньше в советское время, это тоже доподлинно известно, потому что есть свидетельства жителей и есть фотографии, как в местах, где, например, грунт изымали для стройки, например, или балласт, и завозили сюда на берег, то есть искусственно наращивали берег, и когда происходил шторм, он забирал этот инертный материал. Поэтому нам срочно нужно решать эту проблему, но она очень глобальная. Сабина, мы сейчас наблюдаем активно по всему участку заповедника ведутся работы, что туда входит, как вообще работы проходят, да, зачем вы следите и над чем вы работаете. В данный момент мы производим работы по расчистке полога леса от сорной растительности в данном контексте, потому что у нас есть места, где где образовались большие прогалины в древостое. Это значит, вот в этом массиве большие пустоты, где сосна не растет. Много-много лет производились исследования, что делать, чтобы сосна самостоятельно размножалась. Еще Колоковским был выявлен метод, это нужно расчищать подлог
удалять сорную растительность, чтобы сосна имела возможность прорасти в нижнем ярусе. То есть рядом, вокруг сосны ничего не должно лишнего произрастать, ну, насколько я понимаю. Да, нужен напочвенный покров, должен быть свободный от другой растительности, и даже в некоторых местах необходимо рыхлить почву, чтобы Мгм. семена могли взойти и дальше развиваться. И мы сейчас удаляем некоторые экземпляры деревьев, кустарников, которые затрудняют ход Мгм. естественного возобновления, и в дальнейшем эти порубочные остатки мы должны тоже как-то утилизировать. Крупные фрагменты мы используем для создания ограждения, это толстые стволы, а Мгм. ветки мы измельчаем измельчителем здесь на месте. Опять же, из-за маленького бюджета, из-за отсутствия специалистов, мы как наблюдаем? Сосна, когда уже высохла, это значит, мы уже ей ничем не поможем. Мгм. Это видно по высохшей хвое, это самый очевидный факт. Она высыхает очень быстро. В основном это происходит с марта по май. Это результат деятельности самого опасного вредителя сосновой рощи, большого соснового лубоеда. Ранее я Мгм. упоминала уже, что мы поставили феромонные ловушки, но когда сосна высохла, это значит, вредитель уже поработал и переместился на другое дерево. В советское время ученые лесопатологи, они в момент заселения этим вредителем дерева уже помечали под вырубку. То есть они Мгм. следили, что на стволе появлялись отверстия, лунки такие с порошочком белым. Это значит, что жук заселился и начал Мгм. размножаться. Это уже самая крайняя стадия, когда дерево мы не спасем. Мы должны его срочно удалять, потому Мгм. что под корой на всем протяжении этой 30-метровой сосны очень много личинок этого лубоеда, Насекомых, которые вредят которые дереву. потом опять они вылетят и начнут заселять другие деревья. Чтобы Мгм. срубить это дерево, мы производим фотофиксацию, мы снимаем параметры дерева, диаметр, высота и номер инвентаризационный, который висит на дереве. Пишем акт лесопатологического обследования, отправляем это в комитет по экологии, экологи приезжают, инспектора к нам, мы Мгм. это все согласовываем и вырубаем дерево, и в дальнейшем мы должны это дерево срочно отсюда вывести, потому что под корой, как я уже говорила, Мгм. развиваются личинки этого вредителя. Каждое заболевшее, каждое высохшее, вырубленное дерево — это, конечно, экологическая большая проблема. Как вы ее решаете? Допустим, за место вырубленного дерева сажаете другое, или же, может быть, каким-то искусственным путем происходит возрождение этого дерева? Да. Ну, мы в целом должны обеспечить молодое поколение этой Мгм. сосновой рощи, потому что деревья, они будут болеть, они будут падать от старости. И наша основная задача — это все пустоты либо засадить сосной выращенной, либо сделать так, чтобы она размножалась самостоятельно. Для этого мы делаем расчистку. Но так как у Мгм. нас нет питомника, мы выращивать сосну не можем, потому что процесс сбора шишек, извлечение из шишки семян, высевание — это очень трудоемкий процесс, и он требует определенных условий. Пока что мы делаем самое простое, что мы можем сделать, это Мгм. расчищаем нижний ярус, рыхлим почву и даем возможность сосне а, произвести поколение устойчивое, Мгм. естественное, которое даст нам полноценный здоровый древостой. Сегодня какое количество сосны на территории заповедника? Вам никто не сможет ответить на этот вопрос, Мгм. потому что эти номера — это свидетельство инвентаризации, которая проводилась в последний раз в 1981 году. Мгм. По данным этого исследования, да, инвентаризации, в 1981 году 20 тысяч деревьев было насчитано На территории на заповедника. территории всей Пицунской рощи с учетом госдачи и Лизавской части. То есть было всего 20 тысяч деревьев, в учет не брались маленькие деревья, то есть Мгм. которым было 5-10 лет. То есть у нас нет данных, сколько деревьев погибло, по каким причинам. У нас как бы есть акты, но это нужно все систематизировать, Мгм. вычислить, и, конечно же, нужно проинвентаризировать новые деревья, которые уже Мгм. можно на них номер поставить. Какие самые острые проблемы, вот, связанные сейчас на сегодняшний день, с пицунской сосной существуют? Это антропогенный фактор Мгм. и санитарное состояние. Антропогенный фактор в чем заключается? Это нет границ, Мгм. а,
нет контроля за санитарным состоянием, нет своевременного какого-то вмешательства, потому что свежезараженное дерево нужно срочно устранять. У нас нет технической возможности на это, потому что у нас нет техники, у нас весь подлесок зарос уже 5-метровыми деревьями, мы просто даже не можем подъехать к заболевшему дереву. Это все нужно срочно расчищать. Язгуатат бухарпсара ядхло информация рага имёпургу аусуракуй уртрылшакуй ипмаркадзакон асоциал бдагых иштагалу асоциал бдагы кургын бухарпсараджа волонтерча атахубха ажбж захаздруаткуб Александр Регин. Я вырос, малую часть времени вырос здесь, прожил до 5 лет. Далее переехал в Россию, в Омск. Вот. И дальше, спустя какое-то время, я осознал, что родимый край здесь. Здесь красота, здесь этот бор прекрасный, чего нет нигде, по-моему, вообще в мире такой прекрасной красоты. И вернулся обратно. Сейчас помогаю здесь, чем могу. Очень рад, что согласились принять мою помощь в Бару. Да? Вот сейчас производятся работы по расчистке участков. Это основная моя деятельность в Абхазии. И сейчас вот помогаю измельчать древесину, расчищать участок. Вот, очень рад, конечно. Язгуатат бупара аус сауита хюрпсара ятанако аофис арахила сила саабхиррту да школ хучкуй а студентши ейвой пшама экология царакуй абсабара и рытхилой аус мёбгаткуй мёпыргуй шала шхацна уже уахам ёхыцуй. Сабина, мы сейчас находимся в офисе. Сюда часто вы приглашаете различных специалистов в области экологии, студентов, школьников, проводите с ними беседы на различные экологические темы. Расскажите нам поподробнее, как здесь проходит работа и какая основная цель у этого офиса. Этот офис служит местом и притяжения, и обсуждения наших планов, нашей работы. Это самый большой кабинет этого здания, потому что здание советское, старое, все кабинеты маленькие. В этой комнате мы разместили все картографические материалы, которые нам необходимы ежедневно, чтобы понять, где какой обход, где что растет, чтобы мы могли показывать наглядно посетителям, у которых возникают вопросы относительно наших границ. Детям мы тоже показываем, например, масштаб нашей рощи относительно города, например. Но в основном мы здесь проводим экологические занятия. У нас есть эко-клуб, где мы каждую неделю проводим различные занятия. Число и программа уже запланированы. Когда мы можем посетить фестиваль? Дата празднования назначена на 12 сентября, потому что первая запись нашей книги приказов 12 сентября 1966 года. И мы решили его отпраздновать. И в этот день, прямо это как раз конец сезона, когда будет не очень много людей, я надеюсь, и мы сможем подготовиться, потому что это будет масштабное мероприятие, на которое у нас нет финансовых средств, и мы сейчас будем обращаться в различные курортные предприятия с просьбой помочь нам его организовать, потому что их участие очень важно, потому что это наши соседи, это курорт Пицунда, пансионат Литфонд, большие объекты, которые были построены на территории заповедника. Вот. Мы хотим, чтобы все в этом участвовали, чтобы все понимали важность своей деятельности и чтобы понимали ценность нашей работы, потому что наша работа направлена на то, чтобы людей мы привлекали тем, что наша природа, она остается такой же красивой, здоровой, и наш заповедник, чтобы процветал. Я уверена, что вы окажетесь услышанными в организации, проведении фестиваля. Опять-таки желаем удачи.